Дорогие друзья, сегодня мы находимся в мастерской по керамике в гостях у мастера-керамиста Марины Бандровой. И она сегодня нам расскажет, чем же она здесь занимается. Марина, здравствуйте. Здравствуйте. Что сегодня вы покажете нашим зрителям? Вот работа с глиной, да? Я сегодня буду показывать изготовление вот таких вот наборов для специй. Соль, перец и соус. Гипсовые формы. Сначала делается модель, как будет выглядеть вот это вот конкретно это изделие. Лепится мастером. Это модель, и с этой модели снимается гипсовая форма. Так она выглядит. И в эту гипсовую модель наливаю шликер. Шликер – это жидкая глина. А, жидкая глина. Вот с этим вообще в первый раз я сталкиваюсь лично, потому что очень много мастеров-керамистов побывали гостями, или мы у них в гостях были. Вот, и всегда это была глина, это вот как тесто. То есть вот так вот. Да, пластичная, да? А здесь жидкость. Это вот в первый раз. Со шликером тоже работаю. То есть заливаете прям до краешек, да? Да, до краешек. Вот. И гипс впитывает влагу. Видите, он уходит вниз. На глазах прям. И все время подкармливать его надо. И еще нужно подлить. Так, а вот это уже как бы солонка, да? Или что это? Это подставка его. А, это подставочка. Это вот эти маленькие. Это продолжается пока, минут 5, наверное, 7. Будет застывать. Пока именно ту толщину, которая мне нужна, не наберет. Вот набирает по краешкам. И потом я ее беру и выливаю обратно сюда. И по краешкам набралось то, что сразу открою, покажу, да? Давайте. Вот, допустим, я вылила, тут жидкое у меня было. Вылила, потом открываю. Открываю, и выходят вот они. То есть это совсем крошечные, да, вот эти вот? Или они такие же? Они такие же. То есть вот смотрите, в этих формах это все то же самое. А вот этот у нас есть? Этот вот. Коновязь, да? Подставка прямо с коновязью уже, да? Да. Чуть-чуть дособрать надо, конечно. Ой-ой-ой. Все это уже застыло. То есть примерно сколько, вот вы когда залили, сколько оно должно вот застывать? Я кормлю минут 5-7. Допустим, набирает толщину, которая мне нужна. Выливаю, открываю. В течение 10 минут получается. Это все происходит. Все в течение 10 минут. Ну что, а теперь мы сейчас будем заниматься росписью, да, уже? Нет, сейчас мы идем. Я покажу, как делать, что я буду дальше с этим. Хорошо. Так. Сборка у меня будет. Мы пришли, поменяли локацию, и сейчас чем вы занимаетесь? Сейчас я начинаю сборку изделий, которые вышли у меня только что из гипса. Это значит, убираю вот эти вот, эта частичка называется литник. Убираю литники, швы. То есть все должно быть гладенько. Да. Пока не мою, там еще мыть надо после сборки. После сборки еще помыть нужно, да? Чтобы гладкая совсем была. Но она вообще, знаете, вот потрогать можно? Можно. Как из пластилина. Такая прохладненькая и как бы ровненькая. Вот, допустим, так. Это солонка и вот для соуса, да? Для перца, соли и соуса. Вот. Как вы пришли вот к этому виду искусства? Вообще я с детства любила вот этим вот всяким заниматься. Я и пробовала гипс лить, и лепила. И после школы решила поступить именно по этому направлению. Вы у нас учились в Якутии? Да. Керамике я училась у узбекского мастера.
Мухиддин Набиев. Это здесь или вы ездили в Узбекистан? Нет, это здесь. Он периодически приезжает. Он с 2012 года сюда приезжает, обучает учеников. Здорово. Но это у них это национальное, в общем. Да. А у нас, ну, как бы такой вот вновь приобретенное, что ли, да, получается? А почему вы делаете насечки? Насечки делаю, чтобы схватилось лучше. Это я сейчас буду приклеивать. Вот у меня тут шликер есть. Буду приклеивать. Вот канавязь у меня целиком не может выйти из гипса, потому что вот и эта то есть вот частичка мешает. верхушечка. Лишнее убираю, процарапываю с двух сторон. Чтобы лучше схватилось. Это тоже глина? Тоже глина. Ну, тот же шликер. Тот же шликер. Шликер — это имеется в виду Жидкая глина. Жидкая глина. Какая глина должна быть? Из какой глины получаются такие замечательные вещи? Это вы где-то заказываете или, может быть, местная глина какая-то? Нет, мы работаем привозной глиной. Именно привозной глиной в основном заказываем в Китае. Это китайская глина, получается, да? То есть она отвечает всем требованиям, ну, как бы крепкая она, да, при определенном замесе, да? Вот. А вот как жидкую сделать? Это вода и глина или еще что-то там добавляется? Вода и глина в основном. И все. И жидкое стекло добавляется, чтобы оно прочнее и лучше из гипса выходило, застывало быстрее. Это все безопасно? Да, безопасно. Для каждого изделия своя глина. Именно мы, допустим, подбираем всегда. Именно для вот этих изделий, например, именно вот это. Да. Марка, там чего-то больше, чего-то даже не марка, меньше. А как, ну, состав глины. Так. Вот, допустим, для гончарного круга тоже другая глина. А вот, допустим, вот эти вот уточки, это, ну, как бы, это тоже для вазочки, это, да, своего рода? Это, ну да, как ваза можно использовать. Ну, можно как конфетки, там, да, не знаю, что-то там, какие-то сухофрукты положить такое, что печеньки, да? Да. Вот. Но Там то есть тоже это своя. тоже состав другой глины, да. Ну, это интересно. Конкретно вот эти уточки мы, допустим, делали из германской глины. А почему? Они чем-то отличаются, допустим, вот китайская, германская, ну, по качеству? По качеству я даже не скажу, что сильно отличаются, но для больших изделий, вот, допустим, именно германская лучше подходит. Для мелких, больших изделий. Для мелких и китайская подходит. Хорошо. Вот мы остановились, вы все это уже закончили, да? Теперь должны промыть. Так. Более-менее быстро. А вот это вот я буду еще вот эти узоры процарапывать. Вот эти узоры. Это все делается вручную. Поэтому очень долго. Процесс очень долгий. Ну, давайте мы остановимся на одной штучке и начнем уже как бы процарапывать, раз у нас этот процесс считается долгим. Значит, у нас солонка, перечница и чашечка для соуса. Это именно к цеху готовимся. Смотрите, какой чудесный подарок. Это так мило, так здорово. Это вот туесочек, да? Обычно туесочки делали из бересты. Из бересты, да. Ну, прям как берестяной. А он, вот видите, из керамики, из глины. Ой, как красиво вообще. Такая работа изящная, тонкая. Просто вот. Я всегда восхищаюсь нашими якутскими узорами. А вообще вот узоры, они же имеют сакральный тоже какой-то смысл. Вот здесь вот что это они означают? Да, хороший. Это шов. Это они же шов. шьют. Да. Это как бы имитирует шов, да, то есть прошили. Ну, а на самом, например, вот на СРГ, это узоры, вот они повторяющиеся, вот такие вот, ну, как бы как волны или что. Это что, как бы типа черная полоса, белая полоса, или как в жизни? Взлет и падение, взлет и падение. Ну, это моя интерпретация. А вообще, на самом деле, это что? Красивый узор.
в общем, да? Мгм. Ну ладно. Так, в общем, красивая такая штучка. На подарок прям, мне кажется, вообще замечательно. Да, Мгм. хороший подарок. И всегда пригодится. Да. То есть, допустим, вода, видимо, как-то укрепляет, да? Сглаживает. Мгм. И еще что делает? Сглаживает, убирает изъяны, Мгм. исправляет неровности. Мгм. Вот это вот Мгм. вся вот эта вот работа. То есть люди, к вам, когда приходят на мастер-класс, они примерно этим всем занимаются, да? Да. Впервые вот используют жидкую глину. Мгм. Но у нас мастер-классы обычно не бывают из жидкой глины. То есть в основном Чисто, вот именно именно как лепка тактильная или лепка, да? гончарный круг, Мгм. или роспись бывает. Мгм. То есть те, кто хотел бы что-то там приготовить, изготовить своими руками, допустим, ну, набор посуды какой-то, да, или хотя бы чашечку, тарелочку, можно прийти к вам на мастер-класс. Да. За один мастер-класс, допустим, который вот обычный мастер-класс, там вот такому литью сразу нельзя научиться. Ну да, конечно. Этапов слишком много. Можно просто полепить или за гончарным кругом посидеть. Дорогие друзья, ну вот следующий этап, как вы понимаете, это работа достаточно такая многоступенчатая, да? Вот. И следующий этап это будет нанесение узоров на наши изделия. У меня есть такие специальные штампы. Пока они безликие, а сейчас они вот получат якутскую прописку, да? Вот. Ну что, Допустим, штампики. вот это. А штампики тоже сами делаете, да, из Да. дерева? Бывает заказываем, бывает сами делаем. Мгм. Видите, какие вот нажимаем, и получается там, в общем, вмятинки такие. И получаются узоры. Все это делается, ну как, вот в ваших руках это все так четко, быстро, так прям ровненько, да? В первый раз, если заниматься этим, наверное, будет немножечко как-то вот, да, неровно, но научиться можно. Можно. А это по подобию КТЕ, да, вот этот вот, как соусница. Маленькая такая, миниатюрная. Допустим, вот так вот сделаем. Мгм. То есть самый такой простой, то есть насечки. Мгм. И таких у вас, значит, здесь вот с остреньким кончиком, здесь вот тоже как-то вот чуть-чуть поглубже, да? Если Пожирнее. пожирнее. Если изделие какое-то толстенькое, да? Для вот этих изделий же не подойдет? Сейчас посмотрим. Вот это подойдет, наверное. Посмотрите-ка, у вас еще вон что. Так, вот это вот толстенькая большая. Так. Ой, Это как бы точечки делаете, да? да. Ага. С острием. А вот эти вот, они тоже инструменты чего-то там подгладить, да? Или что-то? Узоры процарапывать, допустим, те же узоры. Я, например, делаю штампами их. Можно вот можно такими вот такими. инструментами. Да. Ох, как всё много вот их. так. Смотрите-ка, друзья, вон они какие. Всякие разные. Вот так вот. Можно таким вот образом. Мгм. А чем вам лучше работать? Такими инструментами или вот? Ну, для таких мелких изделий мне лучше штампами удобнее и быстрее. Быстрее, да. А Потому если- что здесь, видите, вот здесь зазубрины, это нужно убирать постоянно излишки, да? Да. Глины. Мгм. А если изделие большое, тогда, конечно, этими удобнее. Смотрите, в дело может пойти даже вилочка, да? Сейчас в вашем хозяйстве сделаем инвентаризацию. Вот какая-то вот штучка такая, которая вот скребок какой-то, что ли. Смотрите, за зазубринками. Вот. Это тоже узоры, да? Вот так вот, хоп. Или там как-то вот так вот. Тюк-тюк. Этим инструментом обычно я работаю на гончарном круге. Точу. Понятно. Ух ты. Ага. Ясно. Ну, то есть очень много у вас инструментов.
Работа такая медитативная. Да. Примерно за день сколько вы изготавливаете таких вот изделий? Или вот, чтоб не надоело, вы делаете, ну, допустим, вот такие наборы, потом, может, переключаетесь на чашки, там, на тарелочки? Да, лучше так в одном месте не сидеть. Обычно я делаю пару штук таких сделаю, потом, чтобы отвлечься, меняете, отдохнуть, да. могу посидеть с гончарным кругом, потом обратно сюда. Ну, вот видите, это вот такой вот, видите, творческий процесс, да. То есть это не, ну, в общем, это не штамповка вам, между прочим. Это ручной такой труд, связанный с хорошим настроением, да, вообще с настроем, да, внутренним. То есть, когда вы садитесь работать, наверняка... И вообще, мне кажется, это медитативная ведь работа. Да, Вы к психологу не ходите? нет. Ну вот видите, у кого проблемы различные, можно заняться вот таким вот делом. Да, очень помогает успокоиться и вообще привести себя в порядок, да? Ну, наверное, на мастер-класс так люди и приходят, Да, чтобы абсолютно так. отвлечься, как-то погрузиться совершенно в другую среду, да? Вот. Ну, люди обычно спрашивают, ну, говорят, у вас очень хорошая работа. Да, очень Делаете что-то спокойно. руками, отдыхаете. Красоту делаете Еще за руками. это и зарплату получаете. Да. говорят. Да, да, здорово. Ну что, у нас готовый уже материальчик, да? Покажем. То есть сегодня в рамках программы, конечно, у нас сейчас нам Марина покажет дальше. Вот. Но вы поняли, что, в общем, узоры наносятся с помощью штампа, вот этих вот штампиков деревянных, либо вот с помощью вот таких вот приспособлений. Сначала мы залили, сделали литье, вытащили из формы, сделали сборку и сделали обжиг. Утельный обжиг называется. Это 960 градусов. И он такой уже мягкий, потверже. И нанесли краску. Ох ты. Черные швы. Так. Именно куда мы, что мы процарапали. И вот такое вот получилось. Потом следующий этап какой? Следующий этап у нас идет после этого, допустим, глазурь. Глазурь это Покрывается глазурью и снова отправляется. печь уже на 1200 градусов. Ого. А вот первый этап на каком, ну как, какой 960. 960. То есть поменьше здесь будет, да? И усадку дает. Видите, размерами Да. меньше стали. Как бы, да, как-то вот влага испарилась. Сжалась. А в процессе использования влага дальше не будет испаряться? Тут Да. нет, оно уже Так и обошлось. останется, да? То есть оно не скукожится там со временем? Нет. Ну, вообще, конечно, создание вот такой вот, ну, скажем, небольшой композиции занимает вообще-то длительный, да, процесс по времени. То есть примерно это сколько от начала до завершения? Мне, допустим, с момента начала, ну, прорисовывания эскиза именно вот этого изделия, где-то неделя ушла точно. То есть это ваша авторская работа прям, да? Ну, мы каждую работу с руководством все равно обсуждаем и вместе делаем, работаем. Ну, то есть у вас худсовет прям, да, и обсуждаете все узоры там и так далее, да? Ну, здорово. И получается, вот на создание вот этой композиции уходит где-то примерно неделя. Да. Ну, наверное, плюс-минус каждая работа вот так, да? То есть это включая, начиная прямо с замеса вот глины, ну, влажной, да, вот это вот. Когда вот уже модель готова, потом снята гипсовая форма, тогда уже быстрее, конечно, идет. Это в день можно, смотря сколько у тебя форм, можно сотнями делать. Да вы что? Еще такой момент. Смотрите, вот если на фарфоре есть такой, ну как, облегчитель, что ли, жизни, да, фарфориста, деколь. Здесь может быть такая деколь? Или Да. это Кстати, тоже вот всё она и вручную? деколь. Это деколь. Сверху глазурь и вот деколь приклеили. То есть приклеили деколь просто-напросто. Отштамповали, перевели картинку, да? А вот это вот все процарапано было. То есть здесь вот более ручная. То есть как бы по ценности
по вкладу труда мастера, вот здесь она более такая, да, Да. трудоемкая работа, нежели вот с деколью. Но деколь это тоже ведь ручная работа, да, то есть Да, человек тоже сидит, руками. но просто быстрее этот процесс идет, да. Пока ты одну распишешь, а здесь уже можно 5-6 штук, наверное, расписать таким образом, проштамповать. Это я загружаю печку в утильный обжиг на 960 градусов. Вот эта печка у меня будет обжигаться 4,5 часа до температуры 960 градусов. Утильный обжиг называется. Ну, в общем, друзья дорогие, в печь мы уже поставили очередную партию, скажем так, да, и вот образец следующий, это уже начинается роспись, да? Да. Мгм. Какие краски используются? Краски у нас подглазурные специальные для керамики. То есть именно под глазурь. Называется, да? Ой, как прям вы делаете здорово, так как-то вот, ну, прям краска-то интересная, она, я вот поражаюсь, где это вы? Коричневая, да? Коричневая. И таким легким движением руки прям наша КТ, прям она вот оживает в глазах, да? Становится яркой такой вот. Красиво очень. Краски разные, абсолютно можно в любой цвет. Вот здесь я смотрю, ну, разноцветная совершенно, да, у вас получается вот эта вот штучка. А ведь в основном у нас такой вот, ну, цвета вот такого плана, да? Да. То есть ближе к природе, а здесь вот яркие краски. Мне кажется, вы задаете тон, какие-то тренды такие вот, да, задаете, ну, людям показать, что у нас вообще мир вообще-то разноцветный, да? Есть такое. Так. То есть я в первый раз вижу, между прочим, использование в национальном стиле вот таких вот ярких прям совершенно красок. Вот голубой там, допустим, вот это вот не синий же, как он называется, морской волны, да, или как? Бирюза. Бирюзовый цвет. Так, желтый, зеленый. Вот нежно-зеленый, как хорошо смотрится. В общем, краски это, они, как сказать, специальные. Специальные. Они тоже должны выдержать. Потом же пойдет опять на обжиг, да? Да. Сверху будет глазурь 1200 градусов. То есть сначала вы прокрасите, подсохнет, потом покрывается глазурью. Да. А глазурь она какая? Беленькая такая? Глазурь она прозрачная. Прозрачная. Вот она. И краски вот эти по глазурью станут еще ярче. Понятно. То есть и они будут блестеть, то есть такой глянец да. появится, да? Да. Ну, здорово. То есть вообще этот процесс, оказывается, друзья, ну, очень-очень трудоемкий. То есть, чтобы создать одну композицию, это нужно очень много этапов, да, проходит это изделие до того, как оно появится, ну, в общем, у вас на столе, допустим. Ну что, вот ваше хозяйство, здесь у вас прям выставка, ярмарка, Да. можно сказать так. Эти уточки прокрашены под глазурной той же краской и готовятся Какие к обжигу. хорошенькие. Посмотрите, они готовятся к обжигу еще, да? Они вот даже звучат как-то вот. Да. Они не до обжиг сейчас, это 960 был. Да, поэтому, когда они будут обожжены, уже готовы к употреблению, скажем так, да, вот, то есть там будет совсем звук другой. Совсем другой. Вот, как Звонкий интересно. звук. То есть уточки, они тоже совершенно все расписаны вручную, да? Да. Вот как, кстати, выглядит глазурь. Это сырая глазурь покрытая. Эта утка тоже расписанная, как будто белая, да? Но это глазурь. А, то есть она будет такая она белая зайдет, будет абсолютно? Нет, она зайдет в печь и станет с росписью. Там внутри, видите, вон видно.
А вот это вот белое станет Ничего себе. прозрачным. Она, оказывается, уже вот это уже как бы следующий этап, да? То есть на разных этапах наши уточки. Вот эти уточки пока еще без глазури. То есть они станут, их покроют глазурью вот такого цвета. Это не цвет, это глазурь сырая. да, В печку то есть- зайдет, она станет прозрачная, блестящая. Угу. И все цвета проявятся. Да. И они будут Станут. такие же ровно или немножко другие? Немножко поменяют? поярче будут. Поярче даже будут, да? Ну что, дорогие друзья, вот и подошла к завершению наша программа очередная. Мы побывали в мастерской у керамиста. Марина, большое огромное спасибо, что вы поделились своей работой, рассказали об особенностях работы. И те, кто вдохновится вообще идеей обзавестись вот керамической посудой, керамическими изделиями, могут, наверное, посетить вот и ваши мастер-классы, да? Да. Вам тоже большое спасибо за то, что пришли в гости. Ну что, дорогие друзья, попробуем, как оно, вот изготовить своими руками керамическое изделие.